Добрый день, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Черепанов Николай Сергеевич. В 2024 году я являюсь председателем предметной комиссии по общей физической подготовке. Сейчас мы разберем с вами, как будет проходить вступительные испытания. Первая форма сдачи вступительного испытания по общей физической подготовке проходит в очном формате. Мы разберем с вами сейчас те нормативы, которые вы видите на слайде. Это предстоит сдавать плавание 50 метров, прыжок в длину с места, баскетбол, сгибание, разгибание рук лежа на полу и наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами. Продолжительность вступительного испытания 60 минут, указано на слайде, но фактически время мы не ограничиваем, мы начинаем прием упражнений с плавания и далее по списку переходим ко всем остальным. Максимальное количество баллов, которые можно здесь заработать, 100 баллов составляет, минимальное количество баллов 50. Что необходимо? Согласно расписанию вступительных испытаний, явиться за 30 минут до начала экзамена, при себе иметь паспорт и необходимые принадлежности, согласно программе вступительного испытания. То есть на плавание, для сдачи экзамена по плаванию необходимо иметь с собой плавательные принадлежности. Это плавки, купальник, сланцы чистые, плавательная шапочка и плавательные очки при необходимости. Ну и мыло, мочалку, полотенце соответственно. Также можно взять с собой бутылку воды и шоколадку. Расписание вступительных испытаний, как вы видите на слайде, размещен на сайте приемной комиссии Акмолинского университета. Стрелочками показано, где это расписание находится. Наш экзамен будет приниматься по адресу улицы Софьи Перовской, 40. Это спортивный комплекс «Сокол» Акмолинского университета. И все экзамены будут проходить там. Это наш 11-й корпус БГПУ. Там же находится спортивный зал и там же находится плавательный бассейн. Основной период экзамена 21 июля, резервный день 25 июля. О том, как подготовиться к сдаче вступительного испытания, также на сайте приемной комиссии Акмолинского университета вы можете посмотреть в программе вступительных испытаний. Сейчас мы на видео разберем эту программу с вами, и к ней всегда можно обратиться будет и посмотреть на сайте. Значит, согласно программе, принятой, утвержденной программе вступительного испытания, профессиональной направленности по общей физической подготовке, как я уже сказал, начинаем сдавать с теста по плаванию. Тест проводится в бассейне длиной 25 метров. Необходимо проплыть 50 метров, то есть 2 бассейна. Заплывы формируются по числу плавательных дорожек. Там их 6 в бассейне. Все инструктажи непосредственно перед сдачей, которые мы проговариваем сейчас, будут дублироваться еще и на местах приема экзамена. То есть сначала вызывают к стартовой тумбочке по стартовым протоколам, которые будут вывешены на входе в 11-й корпус. По первой команде поднимаетесь на тумбочку, встаете на дальний край от воды, после чего подается длинный свисток. Это вторая команда, по которому принимается положение готовности ближнего края тумбочки. И по короткому сигналу выполняется старт. То есть подается всего 3 команды. Задача, естественно, проплыть как можно быстрее, 50 метров преодолеть, при этом вставать на дно или хвататься за дорожки плавательного бассейна не разрешается. Если такое случается, то норматив этот не засчитывается. Далее, после сдачи плавания переходите в тренажерный зал, где сдаем прыжки в длину с места, сгибание, разгибание рук в упоре лежа и наклон с положения стоя. После сдачи данных нормативов переходим в спортивный зал, где сдаем
упражнения по баскетболу. Прыжки в длину с места выполняются с 2 попыток. Лучшая попытка засчитывается. По правилам сдачи упражнения результат засчитывается по последней точке касания, то есть по пяткам, либо если не удержали равновесие и упали, то по последнему касанию рукой или какой-то части тела. Из 2 попыток лучшая, еще раз повторяю, засчитывается. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа. Там же сдаете в тренажерном зале. На что обращаем внимание, да, это будет использоваться оборудование для сдачи нормативов ГТО, платформа для сгибания, разгибания рук в упоре лежа, которой нужно касаться грудью, и загорается соответствующая сигнальная лампочка, подтверждающая, что касание было произведено. Другой ориентир – это угол сгибания в локтевом суставе, да, то есть не более чем на 45 градусов относительно туловища разводим. Естественно, засчитывается только правильно выполненное количество повторений, и результат судья фиксирует вслух, так, чтобы абитуриент слышал. После каждой сдачи норматива озвученный результат проговаривается вслух судьей, вы его запоминаете, и потом можете сравнить и сверить с результатом, опубликованным на сайте. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье выполняется в одной попытке. Наклон выполняется с прямыми ногами, в коленях ноги не сгибаем. Становимся на платформу или гимнастическую скамью и выполняем наклон максимально, насколько возможно. Измеряется величина гибкости в сантиметрах. Значит, после сдачи указанных нормативов переходим в спортивный зал для сдачи упражнений по баскетболу. Схематично вы видите на картинке на слайде, как это должно выглядеть. От одного баскетбольного кольца с ведением мяча удобной рукой вы обводите центральный круг баскетбольной площадки и, перемещаясь дальше к другому, противоположному баскетбольному щиту, выполняете бросок в кольцо. Любым способом после 2 шагов, остановкой 2, прыжком, так как вам удобно. То есть в тесте не оговаривается, каким именно способом вы это делаете. Но время секундомера останавливается после попадания мячом в кольцо. То есть если с первой попытки не получилось попасть в кольцо, вы подбираете мяч и продолжаете выполнять бросок до момента, пока не забросите мяч в корзину. Точность фиксируется до 0,1 секунды. Дается 2 попытки. Лучший результат регистрируется. Естественно, при выполнении перемещений нельзя делать технического брака, то есть пробежек, двойных введений, проносов мяча. Все технические ошибки будут фиксироваться и приводить к увеличению штрафного времени, к общему результату. На следующем слайде, собственно, нормативы, которые необходимо выполнить, да, от минимального до максимального балла, от 6 до 20 баллов, соответственно. Если результат лучше и выше, чем указано в столбце стоимостью 20 баллов, соответственно, вы получаете максимальные 20 баллов. Нормативы по УФП для юношей и для девушек одинаковые, единственное только значение, количество повторений в секундах, соответственно, отличаются по гендерному признаку. Все эти критерии также опубликованы на сайте, можете заходить, смотреть. При возникновении вопросов можете обращаться по указанному на слайде электронной почте, телефону горячей линии, либо непосредственно в период выполнения упражнений на экзаменах. Желаем всем удачи, всего доброго, до встречи на экзамене.